Второй день работы делегации Ингушетии в Совете Федерации начался с заседания Комитета по бюджету и финансовым рынкам, на котором выступил председатель правительства Владимир Сластенин. Он проинформировал о низком уровне бюджетной обеспеченности Ингушетии, что препятствует эффективному решению задач, стоящих перед региональными органами госвласти. Председатель комитета Анатолий Артамонов отметил, что правительству России рекомендовано рассмотреть возможность внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов России в части учета особенностей региона в целях создания условий для повышения их заинтересованности в дальнейшем наращивании собственного экономического потенциала. Коллеги, знаете, что я вот, исходя из сегодняшнего нашего разговора, делаю вывод, прежде чем рассматривать вот эти вопросы, которые касаются дней регионов, здесь у нас на комитете, нам нужно обязательно выезжать туда. Обязательно. Мы понимаем, какие там будут слабые места, какие могут быть проблемные точки, поехать и уже на комитете доложить вместе с руководством региона. Это не будет проверка классическая, как вы видите, когда к вам приходят какие-то контрольные органы. Люди приедут, посмотрят, поговорят с теми, кто там работает на местах, увидят, как оно есть на самом деле, какие есть трудности, сложности. Понимаете? Приедут сюда и нам расскажут. Я согласен, это я, кстати, и внес это предложение вот сейчас на встрече, что мы и допишем в адрес правительства Российской Федерации, изучить рассмотреть возможность принятия индивидуальной программы этой республики. Вероятно, это нужно делать. И республика должна развиваться. Владимир Сластенин добавил, что командой главы республики принимаются меры по стабилизации ситуации, направленные на сокращение имеющихся издержек и пополнение доходов бюджета, о чем свидетельствует динамика снижения долговых обязательств с 2019 года с 12 миллиардов рублей до 6,5 миллиарда рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. Самые, наверное, серьезные вопросы рассматривались на заседании этого комитета. Они касались финансового состояния республики. Было предложено рассмотреть субсидию, увеличение субсидий на сбалансировать бюджета ежегодную с учетом инфляции, с учетом того, что у нас очень большое количество безработных людей. Это плата ФОМС за их медицинское лечение. Это серьезнейшая сумма, которую мы платим из бюджета республики. Были также рассмотрены вопросы оплаты содержания вновь введенных объектов республики. За 2 года их построили 64. Это объекты социального назначения, это школы, детские сады. В бюджете республики эти денежные средства не предусмотрены. Ну и самое главное, наверное, члены комитета, члены Совета Федерации предложили внести, рассмотреть в программу Ингушетию в целом как новую экономическую программу на дальнейшие годы, до 30 года, именно с учетом и финансового состояния, и наибольшей численности жителей, плотность населения, и самая большая безработица. Уже в ходе заседания Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Совете Федерации первый вице-премьер правительства Ингушетии, министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев выступил с объемным докладом, в котором отразил успехи в сельском хозяйстве и сделал ряд предложений для его дальнейшего развития. Реализация данных проектов, по нашим прогнозам, позволит существенно увеличить производство продукции агропромышленного комплекса на 35-40%. Однако этих инвестиционных проектов недостаточно для решения вопросов продовольственного обеспечения населения. В ближайшие 3-5 лет агропромышленному комплексу необходимы инвестиции для строительства минимум 2 молочно-мясных комплексов с предприятием для переработки молочной продукции, строительство птицекомплексов, развитие мелиорации в республике, строительство тепличных комплексов по выращиванию овощей и ягод и производство прудовой рыбы. Учитывая важность привлечения инвестиций по этим и другим направлениям, Минсельхоз Ингушетии приложит все усилия для оказания необходимой помощи инвесторам с начала реализации проекта и до полного его завершения. Руководитель профильного комитета Алексей Майоров, заслушав доклад вице-премьера, отметил, что в регионе проводится большая работа в экологическом направлении. В свою очередь, директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды России Андрей Гребенников также отметил успехи в сохранении экологии в Ингушетии и поблагодарил руководство региона за проделанную работу.
большие усилия прилагаются республикой, за что отдельное спасибо. Коллегам предлагается выделить 100 миллионов рублей на приобретение посадочного материала. Мы, безусловно, поддерживаем выделение средств не только на приобретение посадочного материала, но и развитие собственного, в том числе хозяйства. Что касается суммы, то все-таки в проекте решения предложили бы записать проработку дополнительного вопроса, исходя из существующих земель для лесовосстановления. По нашим данным, и данным ГЛР, их 900 гектаров, и объемы, которые ежегодно выполняются, они сейчас порядка 60 гектаров в год, планируется до 28-го в соответствии с планом, утвержденным главой республики, довести до 80 в год. Поэтому, исходя из планов по лесовосстановлению, соответственно, расходов посадочного материала, то просим совместно с Лесхозом, республикой, нами проработать, составить план по увеличению объемов и, соответственно, план по проведению финансирования. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Смотрите, давайте так мы сделаем, да? В течение дня заседания прошли в 5 комитетах, на которых обсудили различные вопросы, в том числе социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, охрана объектов культурного наследия и туризм. Была видна заинтересованность в том, чтобы помочь республике, заинтересованность сенаторов. Обсуждения носили достаточно такой спорный характер, спор рождается истина. Но все-таки все предложения, которые вносились на комитет, они вошли в проект решения, который завтра будет рассматриваться на общем заседании Совета Федерации. В заключительный день пройдет пленарное заседание Совета Федерации, час субъекта, а также праздничный концерт. Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.